Как уже было сказано, в эти дни по всей стране Коммунистическая партия Российской Федерации, Народно-патриотические силы России проводят памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине Черного октября. Уже в современной историографии те сентябрьские, октябрьские события уже далекого 1993 года, когда был разогнан Верховный Совет Российской Федерации, он входит в историю именно как Черный октябрь. Если кратко вспомнить историю, именно в то время Верховный Совет России вплотную подошел к тому, чтобы проверить на законность ельцинские указы о приватизации, которые были в прямом смысле, даже такое слово хочу подобрать, пропихнуты помимо главного законодательного органа России Верховного Совета, были приняты кулуарно в правительстве для того, чтобы правительство России, в то время возглавлял президентом России был Ельцин, правительство возглавлял Егор Гайдар, как вы все прекрасно помните, они приняли решение о приватизации народного хозяйства нашей страны, которое дало старт чудовищному разграблению нашей страны. В ноябре 1993 года планировалось проведение съезда народных депутатов России, на котором должна была быть дана четкая, недвусмысленная оценка всем тем событиям. И власть Ельцина на тот момент, понимая, что ничего хорошего их не ждет, они предприняли нелегитимные антиконституционные меры по разгону Верховного Совета, которые в конце концов привели к тем трагическим событиям, венцом которого был даже расстрел Белого дома, здания Верховного Совета. Помните, что у нас на предыдущих митингах выступали участники этих событий, которые находились в Белом доме. Это Андрей Васильевич Кривошапкин, это Корнилова, Зоя Афанасьевна, Корнилова, так? И вот сегодня еще выступит Альберт Николаевич Васильев, который в это время учился там. Он тоже, как говорится, видел эти события, что называется, вживую. Я хочу коротко сказать, что, конечно, главное событие развала Советского Союза и потери советской власти произошли в 1991 году. К сожалению, конечно, вот вы помните, демократы, найдя Ельцина, выдвинув его, но они пользовались некой, вот население как-то действительно в это время потеряло некую веру в наших руководителей коммунистов. Ну, какие были руководители? Горбачев, Яковлев и так далее. Они же дело вели к развалу страны конкретно. Поэтому Ельцин им показался какой-то подходящей альтернативой. Но после, значит, распада СССР и первых реформ вот, Ельцина-Гайдаровских, первый же год, 92-й, показал, цены взлетели в 26 раз. Значит, люди потеряли 94% своих накоплений. В общем, это был полный провал этой политики, приватизации, как говорится, и многого другого. И вот даже Верховный Совет и съезд народных депутатов Российской Федерации, они не приняли вот эти вот реформы, они противились им. И Ельцин, чтобы действительно взять верх, он, вы знаете, вот недавно выступил буквально в Госдуме наш депутат, член ЦК Сергей Павлович Обухов, доктор политических наук. Он там прямо сказал, что в Америке нашли телефонный разговор Ельцина с Клинтоном, где Ельцин прямо говорил, что Верховный Совет выходит из повиновения, что он не хочет принимать наши реформы, ну, вместе с американцами подготовленные, да, вот, что депутаты становятся все коммунистами. Я хочу их разогнать, сказал он Клинтону. Клинтон спросил его, на чьей стороне армия и полиция? Он говорит, на моей. Ну тогда, как говорит, в ближайшее время мы вам выделим $2,5 миллиарда, чтобы вы, как говорится, с этим, как говорится, разобрались. Да, разобрались. Вот. Но он понял, видимо, что Ельцин хочет принять крутые меры
вплоть до кровопролития. Должны не падать духом, должны объединиться во благо нашего всеобщего будущего, ради наших детей и ради наших внуков. За великую социалистическую Россию! Ура!